В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники МВД для студентов СГУ и СЛЕ провели экскурсию в управлении ГИБДД Республики. Теперь ребята знают, что пьяных водителей на дороге может остановить Диана, а факт нарушения на дорогах фиксирует рубежи контроля. Елена Кононова подробнее. Первая точка прямо на улице возле управления ГИБДД. Автоинспекторы демонстрируют студентам Диану. Этим прекрасным женским именем они почему-то называют раздвижную ленту с шипами. Это она без труда остановит на скаку железного коня. С помощью Дианы автоинспекторы не раз ловили удирающих пьяных водителей. Конечно, не сразу такая автомашина останавливается, да, то есть она повреждает колеса, но тем не менее продолжает движение. Там получилось так, что автомашина еще двигалась порядка 5 километров. Немалый интерес у молодежи вызвал и алкотестер. Студенты интересовались, можно ли обмануть прибор или подделать его показания. Чтобы доказать кристальную честность аппарата, автоинспекторы решили показать его в деле. Все, достаточно. Вот видите, ничего сложного в принципе нет. Ага. По нолям? Ну вот видите, да, этот прибор обмануть невозможно. А этот прибор среди водителей известен как тренога. Передвижной комплекс фото-видеофиксации КРИСП сегодня можно частенько увидеть на трассах республики. Соответственно, выставляются эти комплексы рядом с дорогой, настраивается угол правильный. Вот модуль Wi-Fi передачи в машину передается на ноутбук. Соответственно, фиксируется нарушение. После этого наш накопитель здесь есть, его выгружают в базу данных и оформляют нарушение. А в этом кабинете вся история автоинспекции республики. С самого дня ее основания, с 1979 года. Тогда в Коми крае было всего 150 транспортных единиц, сейчас 300 тысяч. Здесь же хранятся старые образцы водительских удостоверений и даже первые алкотестеры – приборы для измерения концентрации этанола в выдыхаемом воздухе. А можно в данный момент установить, кто нарушает? А это святая святых – Центра фото-видеофиксации. Именно сюда стекается вся информация с 17 рубежей контроля в столице. Все оборудование помещается в маленьком кабинете. Кстати, больше половины установленных в городе камер сегодня уже работают. Фиксирует выезд за стоп-линию, проездно-запрещающий сигнал светофора и превышение скоростного режима. Скоро этот список пополнится. Такими стационарными комплексами будут выявляться правонарушения, связанные с использованием сотовой связи, сотового телефона за рулем автомобиля, при этом игнорирование ремней безопасности и детских удерживающих устройств при поездке в автомобиле. В следующий раз студенты десантируются в службу кинологов. Кроме того, ребят познакомят с работой сотрудников ОМОНа. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.